Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами гадаем на 3 колодах на замечательную тему «Послание к району». Мы будем с вами читать, так скажем, из пространства послание для вас с информационного поля, брать то, что вам хотят сказать высшие силы, хочет сказать район. И мы будем смотреть, надеюсь, для вас полезную информацию. То есть вам нужно просто ее правильно воспринять. Напоминаю, что вы выбираете позиции согласно своей интуиции. Вы можете послушать все позиции и воспринять каждую для себя как какую-то информацию полезную для вас. Можете послушать 1, 2, 3 позиции, да, или все 4, это не важно. Важно, чтобы вы правильно умели воспринимать эту информацию и с пользой для себя. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Выкладывать 4 позиции я буду на Таро, а потом будем докладывать из оракулов. Послание к району для вас, полезная информация. Я выступаю здесь как проводник для района. И вы получаете из информационного поля информацию для себя. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на канал Школа Таро Альвиен, канал гадания, заговоры, ритуалы Карина. Это все мои каналы, я там тоже гадаю. И обозначать мы сегодня с вами будем позиции нашими домиками. Вот такой вот первый домик, это мельница будет у нас. Это домики-колокольчики, это ручная работа, керамика. Второй домик вот такой вот будет у нас домик. Такой красивый прям. Вот это будет 3-й домик. Дом номер 13. Такой вот шикарный. И 4-й это у нас вот башня Маяк. Маяк. 1, 2, 3, 4 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с нашего первого домика, с нашей мельницы. Сегодня это мельница. А остальные домики мы отставим в сторону. Отставим в сторону. Итак, послание для вас, послание к району. Вот сюда ставлю. И начинаем. Итак, я вижу здесь 3 кубков. Вам пространство посылает информацию, что скоро какой-то в вашей жизни наступит праздник, радостный период, и вы будете вознаграждены за какие-то свои усилия. Вы буквально будете что-то праздновать, отмечать, радоваться, веселиться. Вам это будет очень нравиться. Вы будете, вы знаете, как на подъеме, да, подъем настроения. Вообще карта очень хороша тем, что люди встречаются, люди веселятся. Эта карта показывает в этой колоде свадьбу, но это не факт, что вы пойдете на свадьбу или у вас будет своя свадьба. Конечно, по этой карте могут вам сделать предложение руки и сердца, если вы ждете, да, если вы на подходе к этому, и вы можете выйти замуж, жениться, это все понятно. Но чаще всего это просто праздник, радость, радостное событие. Это может быть корпоратив, вечеринка, дискотека, хождение там, не знаю, по ресторанам, по барам, где-то развлечение какое-то. И вам будет просто радостно на душе. Это будет, может быть, что-то отмечать. Вот бывает, свершилось, да, то, что вы ждали, и вы отмечаете. Это очень хорошо. Смотрим следующую карту. Вообще, 3 кубков – это счастливая, конечно, карта. Здесь вижу императора. Вот видите, император – это мужчина. Вам посылает информацию поле наше информационное, да, что вы столкнетесь с каким-то очень важным мужчиной в своей жизни. Он проявляет власть, он проявляет влияние на других людей и окажет влияние на вас. Соответственно, вы можете с ним советоваться. Он может вам помогать, оказывать какую-то протекцию, продвигать в жизни. И, по сути, карта показывает, может быть, знакомство с очень влиятельным, важным человеком. Иногда это общение с таким человеком и продуктивное общение, а иногда это обретение власти для вас. То есть вы можете обрести власть в своей жизни. Но старайтесь быть справедливым правителем, управителем, да, и старайтесь проявлять ответственность к окружающим. Император никогда не бывает свободен. Вы это знаете, да, что если в руки попала власть, вы ответственны за всех,
кто к этой власти какое-то отношение имеет, да, то есть кем вы управляете. За всех них вы теперь ответственны. Вы теперь мама, папа, там, я не знаю. То есть тот, кто для всех делает что-то хорошее. Это не такая ситуация, когда вы наживаетесь на деньгах, там, да, на чужих и так далее. Это та ситуация, когда вы берете на себя власть в виде ответственности. Вообще, конечно, да, император бывает богат, это улучшение финансового положения, либо вашего мужчины, либо ваше. Но я вам еще раз скажу, что нужно быть честным. Потому что если ты нечестен, если ты несправедлив, если ты гадок, если ты хочешь только наживы, высшие силы надают тебе по башке, конечно, за это. Смотрим следующую карту. Десятка мечей. Что-то в вашей жизни заканчивается в скором времени. И Крайон хочет, чтобы вы это знали, что нужно уметь прощаться с какими-то вещами. Давайте раскроем эту информацию. Видите, тройка мечей с обидой. Вы будете прощаться с обидой в скором времени. Это для вас очень важно, отпустить обиды. Если вы обиды отпустите, если вы самообвинение отпустите, это будет очень хороший период в вашей жизни, когда вы многое поняли, когда вы все поняли, да, и вы сможете жить дальше свободным. Вы сможете больше посвящать времени работе, семье, делам, самореализации, а не своим каким-то обидам и самобичеванию. То есть именно идет отпускание обиды. Может, вы пойдете к психологу, может, сами будете с собой разбирать, да, вот эту всю ситуацию, которая вас мучила долгое время, и разберете, и у вас все будет хорошо. То есть карта очень хорошая, именно тройка мечей в сочетании с десяткой мечей, потому что это идет конец этой обиде, то есть заканчиваем эту ситуацию. И, может быть, с кем-то вы помиритесь. То есть идет, возможно, конфликт или расставание, или разрыв отношений каких-то, и идет примирение. Это очень важный момент. Смотрим Starseed. Что вам скажет Крайон, что скажет пространство? Упади в мои объятия. Смирение, двойственная природа мира. Вот упади в мои объятия, это чаще всего, опять же, примирение, улучшение отношений или вообще, в принципе, начало отношений. То есть, когда вы с каким-то человеком обнимаетесь, объединяетесь, примиряетесь, да, и налаживаете связь. Вот. Карта хорошая чем? Тем, что это может быть объятие мира, да. Упади в мои объятия, говорит Вселенная. Я люблю тебя. Бог любит тебя. То есть идет ситуация, когда ты смирился со всеми жизненными обстоятельствами, трудностями, с испытаниями. Ты знаешь, что все проходят испытания, и для тебя это не новость, что не только ты это делаешь. И ты смиряешься. Как только ты смирился, ты падаешь в объятия Вселенной. Вселенная зовет тебя, Бог тебя зовет к тому, чтобы обнять тебя. Тебя любит пространство, тебя любит Вселенная, и ты должен знать об этом. Сейчас я как проводник выступаю для вас и говорю об этом, да, что пространство любит, что нет такого, чтобы вас отталкивало пространство, не принимало. Оно всегда любит, только любит, и не более того. И вам нужно просто помнить о том, что вы можете обнять всю Вселенную и обнять человека, с которым нужно вам налаживать отношения, как-то помириться, да. Жизнь сложная штука, и мы все совершаем какие-то ошибки. Нужно уметь прощать, и нужно уметь быть рядом. Это важно. Смотрим следующее. Вот это как раз Таро Крайона, да, мы смотрим. Послание Крайона для вас. Ух ты, у вас очень хорошая выпала карта. Дар небес. Она показывает, что Крайон вас поддерживает, что пространство, Вселенная, Бог вас поддерживает на сегодняшний день, и вы, по сути, на верном пути. У вас есть, возможно, ангел-хранитель, который старается для вас. По сути, вы скоро можете продвигаться, например, по карьерной лестнице. Вы сможете достичь тех результатов, к которым вы всегда стремились. Также, конечно же, эта карта показывает, что у вас наступит момент самореализации в каком-то любимом деле. Вы всего лишь на шаг от этого. То есть может быть такое, да. Также, конечно же, все, что происходит с вами, это награда. И у вас тройка кубков выпала, да, как я говорила, что это тоже как награда за ваши прошлые труды, заслуги. То же самое сказала карта Дар небес, то есть награда заслуженная. И в вашу жизнь входит что-то очень хорошее. Это результат ваших трудов, поступков, мыслей, образа мыслей и так далее. То есть вот именно идет благословение небес, дар небес, благословение высших сил. Вы сможете
овладеть, может быть, новыми знаниями, как-то раскрыть себя, раскрыть таланты, способности, даже экстрасенсорные способности, сделать то, о чем вы всегда мечтали. И, конечно же, если вы мечтали реализовать себя в личной жизни, это тоже карта означает, что вам человек дается как дар небес. Вот это важно, да, как вторая половинка. Ну, замечательные карты у нас выпали на сегодняшний день. А мы идем к позиции номер 2. Позиция номер 2. Наш второй домик, да, второй домик, вторая карта. Такой домик, очень хорошенький. Мне нравится. Так, смотрим. Послание к району, послание пространства Вселенной для вас, да. Или послание информационного поля. Шестерка мечей, уход. Вам придется сделать переход в скором времени. Это может быть любого рода переход. Например, по работе. Меняете место работы, кабинет или еще что-то, да. Это может быть переход из одного жилища в другое. Поездка куда-то, дорога. Даже краткая дорога бывает. Но это послано вам именно Вселенной. То есть Крайон сообщает вам, что вам надо идти, надо ехать. Есть такой совет, обязательно совершить движение. Это важно, сделать этот переход и не бояться. То есть не нужно бояться перемен в жизни. Они у вас скоро наступят, и если вы не будете страшиться, вы их встретите философски правильно. Да и перемены не могут быть плохими. Это что-то всегда хорошее, светлое, да. Поэтому обязательно помните об этом, что любой переход – это для вас радость и счастье. И Вселенная благословила вас на этот переход, поэтому и бояться нечего, да, этой перемены. Всегда знайте, что вас любят. Вот любят высшие силы, любит Крайон, любит Вселенная, любит Бог. То есть в кого вы верите, да. Восьмерка пентаклей, придется поработать. Идет постоянная деятельность. Вот если вы нестабильно работали, сейчас будете точно стабильно работать. Вообще, восьмерка пентаклей всегда показывает работа с любовью. Любимая работа, работа по сердцу. И пространство говорит вам, что вы должны работать. Вам нельзя опускать руки никогда. Вам нужно делать хотя бы, если вы, допустим, на работе не работаете, регулярную работу по дому, регулярную работу над собой. Иногда восьмерка пентаклей действительно показывает работу над собой и отношениями. Но это систематическая работа. Каждый день и выполняйте какие-то действия. Это важно. То есть после перехода у вас будет постоянная работа, постоянная деятельность. Деятельность по душе, и вы будете делать ее именно с удовольствием, именно с радостью, именно с счастьем в душе. С искренностью, с благодарностью Богу за то, что Он дал вам эту работу. Иногда карта показывает повышение доходов в связи с тем, что вы постоянно что-то делаете. Смотрите, король пентаклей, улучшение финансового положения в жизни. И мужчина, богатый мужчина, состоятельный или просто надежный. Вот для женщины это партнер, скорее всего, или начальник, да. Если это муж, партнер, ну, это именно серьезные отношения с любимым человеком. Если это начальник, это хороший начальник, добрый, хороший хозяйственник, практичный человек. И он будет с вами на одной волне, то есть он будет вам помогать, он будет вас поддерживать, он подставит плечо. Кто-то рядом, кто любит вас или просто поддерживает вас, хорошо к вам относится. Конечно, эта карта всегда показывает богатство. То есть вы можете столкнуться с тем моментом в жизни, да, когда вы сталкиваетесь с процветанием, и это все результат ваших трудов. А вы можете наработать очень хорошую финансовую базу, жить богаче, жить лучше в скором времени. Именно с помощью вот этого перехода. Именно переход вас туда ведет. Очень хорошо. Смотрим дальше. Ну, здесь сила, вы обретаете силу, мощь, может быть, даже выздоровление. Хорошие карты, хорошие. Вообще, женщина здесь может приручить очень хорошего такого основательного мужчину, с которым она построит серьезные отношения. Улучшить отношения с мужем, с начальником, с отцом, с коллегами по работе мужского пола и даже с сыном. Вы знаете, карты надежные. Вот у вас надежное будущее, пространство это вам пророчит, что вы вступаете в фазу, когда у вас все хорошо, и долгое время будет. Вы под покровительством небес находитесь, под покровительством Крайона и Вселенной. Вселенная любит вас. Так, смотрим Старсид для вас. Старсид что скажет? Великий прорыв. У вас будет в жизни великий прорыв. Энергия Марса, ярость, конфликт, возвращение к любви. Интересно. Вот великий прорыв – это хорошая карта чем? Тем, что вы воинственно будете настроены,
к тому, чтобы идти к своей цели, несмотря ни на что. Вижу цель, не вижу препятствий, да. Вы можете воевать с конкурентами, с соперниками, с соперницами. Если ваше счастье в любви, вы будете воевать за хорошего мужчину и отвоюете его. Карта «Великий прорыв» показывает, что долгое время вы могли жить в неком вакууме, что у вас был застой в жизни. И тут начинается прорыв, но тогда придется претерпевать изменения внутренние, внешние, придется некий кризис даже испытать по поводу смены обстановки, но это важно и нужно для вас. Вселенная будет вас все равно в этом поддерживать. Великий прорыв, энергия Марса, мы идем по красной планете, знаем, что она суровая, но нам нужно идти вперед, несмотря ни на что. Останавливаться бесполезно, иначе планета поглотит нас. Поэтому мы должны двигаться, мы должны путешествовать дальше и знать, что нас ждут великие дела, великие достижения. И вы действительно великий человек, который может достигнуть всего с помощью энергии Марса, ярости и конфликта. Это не значит, что вы должны орать на всех подряд. Нет, это совершенно другое. Это желание достичь. Это желание постигать новое, и это желание добиваться своего в жизни. Да, это важно. Так, смотрим дальше. Вот, кстати, возвращение к любви. Это может быть возвращение кого-то в вашу жизнь, да? Восстановление отношений. Или просто идет ситуация, когда у вас есть отношения, будут отношения. Ну, давайте смотреть послание Крайона на Таро Крайона. Ух ты, звездная лира. Очень интересная карта. Неординарная. Она очень сочетается с великим прорывом, потому что она показывает, что вам пора проявить лидерские качества. Вы лидер, вы должны быть лидером. Вы, если их уже проявляете, значит, пора стать лидером, может быть, нового уровня. Укрепить все свои позиции. Будете более мудрым руководителем, сильным руководителем, да. И если вы способны вдохновлять своим примером, люди будут подражать вам и идти за вами толпой. То есть идет увеличение, ну, может быть, вашей аудитории, да, или увеличение круга лиц, которые как-то с вами, ну, общаются и пытаются вам в чем-то потакать, подражать. Это интересно. По сути, вы заслужили процветание, успех, и успех будет преследовать вас в скором времени. Поэтому начинайте любые новые задачи, новые проекты. Вы сможете все. Вы слишком сильный человек, и эту силу нужно куда-то применять. У вас работа над ошибками уже проходит или прошла. Вы учли все, что было в прошлом, и теперь можете делать твердо то, что, в чем вы убедились в жизни. И, по сути, вы теперь справедливый человек. Раньше вы как-то могли превышать свои полномочия, людей, может быть, судить строго. Сейчас этого нет. Вы все осознали, вы все поняли, и теперь все иначе в жизни. Карта невероятно хорошая. Крайон вам говорит, по сути, о том, что вы, ну, на одной музыкальной волне со Вселенной. Вот чувствуете ритм Вселенной, ритм окружающего пространства. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция. Очень хорошая, мне понравилась. Смотрим позицию номер 3 и наш домик номер 3, да, домик номер 3. Сейчас я тут немножечко, у меня за елочку зацепился колокольчик. У меня елочка стоит на столе, как обычно все, да, Новый год скоро. Так, дом номер 13, вот такой розовый, красивый, интересный дом, коттедж, таунхаус, да, таунхаус. Давайте смотреть, что он хочет сказать Крайон, пространство, Вселенная. Императрица, замечательная карта. Вы знаете, императрица, она чаще всего дома правит. Она домоуправительница, дома сидит и правит оттуда. Ну, что она делает? Она следит за всеми домашними. Она старается для всех, кто ее окружает, быть доброй, милостивой, справедливой и ухаживать за всеми, заботиться. Если вы женщина, по сути, пространство заставляет вас заботиться об окружающих, о своей семье, или завести семью и быть дома, при доме, при своих детях, завести детей, да. То есть пространство говорит, что вы предназначены для того, чтобы у вас был дом, и в доме вы должны отвечать за людей. Вы знаете, не каждый может быть императрицей, не каждый. Забота об окружающих не каждому дана. Люди могут даже заботиться о других людях, о чужих, но иногда о своих они забывают. И чаще всего так делают. И в последнее время заботы все меньше и меньше на самом деле. То есть заботливых людей и особенно женщин. Женщины все время хотят чего-то достигать, они бегут из дома, они прячутся от домашнего хозяйства, от окружающих, от своих детей, от своих мужей. Они прячутся в работу и в самодостижение. Они такие как бы полумужчины,
И императрица, она показывает полностью женскую энергию. Даже если вы руководитель предприятия, своего бизнеса, вам придется там быть матерью и позаботиться обо всех окружающих, о своих сотрудниках, быть настоящей для них доброй матерью, бабушкой или самаритянкой, как сказать, да, человеколюбивым существом, который никогда не бросит, не оставит, отогреет, покормит, даст кофе, чай. Даже если вы руководитель, вы должны дать всем окружающим добро. Вы знаете, это очень сложно. Это правда сложно, но у вас есть такая способность. Вы, даже если вы мужчина, вы невероятно добрый, заботливый человек. И, конечно, карта говорит о благосостоянии. То есть к вам в жизни идет забота, радость, счастье и благосостояние. А вот если вы мужчина, к вам может прийти такая добрая, заботливая женщина, и вы как за каменной стеной будете за ней. Это важно для мужчины, чтобы у него была такая дама. Чтобы он мог посвятить себя труду, достижениям, а она бы вот в доме была настоящей опорой, поддержкой. Чтобы у него была горячая еда домашняя, чистая одежда, чистое постельное белье. Он был бы мытый, да, выспавшийся. Это очень важно. Это одно из самых важных в жизни моментов. Никто не ценит сейчас этого. Вернее, ценят наиболее, но никто не делает. Да? И чем меньше это делают, тем это ценнее на самом деле. Но те, кто это могут делать, как раз-таки не ценят. Они хотят, чтобы это им так делали. А чтобы они кому-то так сделали. Вот в чем вопрос. Четверка пентаклей показывает, что вы должны копить. Вот карты, видите, 4 мешка с деньгами здесь не просто так. Карты говорят, вы сможете скоро копить, как любая императрица. Императрицы очень хорошо копят деньги, они собирают деньги в кучку и покупают дорогие вещи. Ну как дорогие вещи? Недорогую одежду, хотя это тоже имеет место в жизни императрицы, она богато одета, да. Но чаще всего это дорогие там, помещения, дома, квартиры, машины. У вас будет возможность, вот Крайон вам пространство говорит, что у вас будет возможность скопить на дорогое жилье, машину, какие-то приобретения, оборудование, там, не знаю, бытовую технику. В скором времени вы сможете вот накопить большую сумму денег. Это важно. Вы знаете, когда мы можем копить, значит, у нас есть что копить, значит, есть что собирать. Понимаете, в кучку-то. У вас будет 4 мешка с деньгами, и вы будете думать, а что мне теперь прикупить? Четверка кубков. Карта показывает, что вам нужно увидеть возможность, которую дает вам Бог. А Он вам прямо ее протягивает из неба уже длительное время. Вы не видите, не замечаете или не хотите видеть. Это нехороший момент, потому что оглядитесь вокруг, у вас все есть для того, чтобы достигать, для того, чтобы улучшить свою жизнь. У вас есть все, но вы не пользуетесь. Вам нужно воспользоваться предложением Бога и Вселенной, и Крайона, и высших сил, да, в кого вы верите. Это важно. Карта мага, вы можете все. Видите, у вас есть суперспособности. Вы владеете всеми 4 стихиями. Также карта показывает, что может появиться в скором времени в жизни у вас очень инициативный человек, который вас вдохновляет, который делает так, чтобы вы простимулированы были к действию. Он покажет, может быть, вам вот эту возможность, которую давно вам Бог протягивает, а вы не замечаете и отворачиваетесь. Он скажет, делай, действуй. То есть у вас может быть некий стимулятор, да? Но также вы можете и сами. То есть вы обладаете телом Творца. Вы можете создать окружающую реальность для себя. Вы супер имеете какие-то ресурсы. Ресурсы 4 стихий. Какие это могут быть ресурсы? Ну, например, красивая внешность, красивое тело. Или этого чуть-чуть, и ты добьешься, да? Там, поработать над собой. Например, ресурсы финансовые. Или заработать финансовые ресурсы, да? Жилищные ресурсы. Что это значит? Находиться в нужном месте в нужное время. Ну, например, есть же отличия между людьми, которые находятся в каком-нибудь Невьянске, да, и в Москве. Ну, наверное, есть разница. Вот, и так далее. То есть, ну, у каждого свое здесь. У каждого свое, но сам факт, что у вас есть какие-то ресурсы, вы должны их увидеть, по крайней мере. Каждый из нас обладает ресурсами. Первое, что нужно сделать, это разглядеть свои ресурсы и понять, что они у вас есть. А они у вас правда есть. Вы ресурсный человек, как и любой из нас. Просто заметьте это. Что скажет Старсид? Какое еще пространство, какую еще пространство передаст вам информацию, да? Что Крайон скажет? Всему свое время, скажет пространство. Не забегайте вперед, время есть. Да, не торопитесь, постарайтесь собраться с мыслями. Когда вы покупаете какую-то дорогую вещь или собираете деньги, соберитесь с мыслями, всему свое время.
У вас скоро придет к этому время, но нужно уметь подождать, потерпеть и собрать свои ресурсы воедино, чтобы ими воспользоваться в нужный момент. Не надо забегать вперед. Время у вас есть для свершений. Еще не сейчас, но это скоро будет. То есть вот что говорит вам Вселенная, да? Что скажет Крайон на Таро Крайона? Давайте смотреть. Свет сердец. Замечательная карта. Замечательно. У вас любовь, да, движется к вам в жизнь. Любовь, любимый человек. И свет сердец, эта карта, она показывает, что нужно светиться изнутри, нужно любить, нужно уметь любить людей, окружающих, мир, пространство, отдавать свою любовь. Вы сейчас на пути к большой цели, вы проделали большую работу, но нужно еще немножечко вот подождать, и чтобы перед последним рывком, как говорится. Для того, чтобы окончательно победить, по сути, вам нужна поддержка других людей, и особенно любимого человека, и, естественно, тесная связь с вашей божественной семьей. Вы ходите в медитацию и чувствуете, где ваша божественная семья, кто это, как они выглядят, как они с вами общаются. Вам нужно сделать паузу, чтобы почувствовать себя частью единого целого. Обязательно. Наладьте связи с Вселенной, с окружающими, с духами, с ангелом-хранителем, да, с Крайоном. И, конечно, вам нужно найти единомышленников или хотя бы одного единомышленника в виде вашей пары. Это важно. Конечно, вы будете скоро в благополучном развитии событий жить, и у вас все наладится, у вас все улучшится, да, благодаря свету сердец. Но вам и нужно быть сердечным человеком. Не гордитесь своим успехом, а постарайтесь помогать людям после того, как вы добьетесь большого успеха. Ну, вот такая у нас третья позиция. А мы переходим к позиции номер 4. Наш маяк. Замечательный маяк, колокольчик, да, керамический. Давайте смотреть, что вам скажет Крайон, окружающее пространство, пространство Вселенной. Король мечей. Скоро вы столкнетесь с каким-то мужчиной, который является очень строгим, дисциплинированным, но справедливым специалистом, человеком, с которым вы проконсультируетесь, может быть, да, или это для женщины может быть партнер, но очень такой вот правильный, строгий, задающий свои правила дома, да. Вообще, король мечей на войне хороший стратег. Любые военные действия это для него. Может быть, сейчас вы находитесь в состоянии войны, и тогда вам нужна хорошая стратегия короля мечей. Король мечей умеет воевать как никто другой. Он умеет справляться в условиях конфликта и кризиса. Поэтому, может быть, вам нужен какой-то антикризисный специалист, да, который в условиях кризиса очень хорошо вращается и знает, что вам делать. Иногда, вот, допустим, есть кризис на предприятии, кризис в доме, кризис в семье. Наймите себе антикризисного специалиста. Он хорошо умеет справляться с этим кризисом. И для вас это важно. Может быть, вы не можете подобрать себе стратегию. А король мечей невероятно хороший стратег. И более того, он умеет решительно и быстро приступать к действиям. Не все это могут, не все. Посоветуйтесь с ним, пообщайтесь с ним, подумайте, кто это может быть, да, и как с ним лучше советоваться. Вообще, вам нужна и дисциплина короля мечей. Обязательно нужна дисциплина. Смотрим дальше. Шут. У вас начинается что-то в жизни, вот как новый этап, какое-то приключение. И пространство вам советует пускаться в это приключение, не задумываясь, не бойтесь. Не бойтесь, то, что вам предлагает жизнь, предлагает Вселенная. Это важно. И никогда не думайте о том, что пространство может быть против вас. Никогда об этом не думайте. Не старайтесь не забивать свою голову негативными мыслями. Почему мы боимся приключений? Мы думаем, что мир против нас, да? Мы думаем, что мир начнет войну против нас или сделает нам плохо. Вот есть приключения, куда же я, сломя голову, несусь? Я боюсь. Не надо бояться скинуться иногда с обрыва, да, ну не в прямом смысле, конечно. Получается, что вы идете, но не знаете, куда и что там будет, что вас там ждет, а вам надо идти. Вам нужно начать что-то новое, увлекательное, интересное, классное, новую деятельность, может быть. И, соответственно, когда вы ее начнете, у вас наступит в жизни благодатный период. Вы развеетесь, по крайней мере. Если вас пригласят куда-то в путь, обязательно езжайте, ничего не бойтесь. Видите, луна, лунная дорожка вам, да, лунная дорожка. Путь в темноте. Вы знаете, иногда приходится идти в темноте. Только освещаемая дорога светом луны, да. И, конечно, это для нас страшно. Мы боимся туда идти. Мы думаем, что мы сталкиваемся со собственным сумасшествием.
Я что, с ума сошел, туда пошел или поехал? А на самом деле нет. На самом деле туда позвала Вселенная, позвал Бог, позвали высшие силы. И нужно среди ночи сесть и ехать. И это интересно, весело и увлекательно. А вы приедете, а уже будет день, и вы посмотрите на новую страну, новый город. Может быть, это ночной перелет. И смотрите на свет Луны в самолете, да, и весело. Интересно будет для вас. Иногда ты летишь над облаками, потом начинаешь посадку, видишь ночной город, и у тебя захватывает дух. Почему? Потому что ты счастлив, у тебя поменялась обстановка. Потом ты ступаешь на новую землю, и ты разглядываешь окружающее пространство, для тебя все интересное. Дома так не бывает, да, когда ты смотришь новый город, новую страну, для тебя интересно, новые люди, ты общаешься с людьми другого менталитета или даже с иностранцами. Поэтому летите сквозь ночное небо, несмотря ни на что. Карта суд. У вас в жизни скоро произойдет либо выздоровление, либо какая-то реабилитация. Может быть, восстановление отношений, или когда вы возвращаете себе свои позиции. Многие вот по суду выходят из декрета, да, на работу, или просто после декрета начинают снова работать, развиваться, развивать новое направление. Ну, для этого вам, может быть, куда-то надо слетать. Ну, а почему бы и нет? Слетать это всегда круто, да, или съездить куда-то. Карты невероятные, волшебные у вас выпали и хорошие. Они видят, ну вот как говорится, видят перспективу вашей жизни, да, какой-то новый этап. И Вселенная, пространство посылает вам эту информацию не зря. То есть никогда зря информация не приходит. Помните об этом, что вы эту получили информацию, значит, она нужна. Да, нужна. Давайте посмотрим, что еще вам скажет районы пространства Вселенной через Старсид. Хираэт. Тоска по дому, стремление к звездам. Вот видите, вы будете бояться покинуть свой дом, но вам нужно стремиться к звездам. Иногда, да, иногда нужно полететь к этим звездам сквозь ночное небо, видеть эти звезды, да, в новом городе, на новом ночном небе. Это классно, это интересно. Летите, ничего не бойтесь, не тоскуйте по дому. Ваш дом никуда не денется. То, что вы оставляете за спиной, оно остается, оно неизменно. Вы не вернетесь к руинам, да, если вы когда-то вернетесь, вы не к руинам вернетесь. Вы вернетесь туда же, там все будет по-прежнему. Из Мухосранска в Москву можно спокойно ехать. Мухосранск не изменится. И не нужно бояться этой перемены. И летите к звездам. Вы, может быть, станете известным человеком. Почему к звездам? Да, потому что это популярность, известность, слава, почет, богатство, процветание. Вот что такое звезды. Тем более, что на карте суд у вас, да, семья. Может, вы семью создадите. Может, у вас еще и нет семьи. Вот будет семья. Ничего не бойтесь. Постарайтесь вот это понять. Что скажет Крайон через второй Крайона к вам? Галактический вихрь. Ух ты! Вас засосал галактический вихрь. У вас, кстати, вот такое тоже на вот этой карте, да, вот такое вихревое такое состояние. И тут тоже. Галактический вихрь вас уносит куда-то. По сути, эта карта действует по принципу, что посеешь, то и пожнешь. Если вы сеяли благодатные плоды, вы будете пожинать благодатные, вернее, семя, благодатное семя, будете пожинать благодатные плоды, да. Если вы сеяли что-то плохое, будете пожинать плохое. То есть все просто. Сейчас вам нужно сеять хорошее. Даже если вы раньше сеяли плохое, сейчас пожинаете, может быть, что-то плохое, да, сейчас сейте хорошее. Ведь у вас еще будет будущее, и вы сможете пожинать хорошие плоды. Спелые, красивые, вкусные, сладкие, да. И, может быть, даже столько будет плодов и урожая, что вы сможете продать. Вот. Конечно, вас ожидают по этой карте перемены, большие перемены. И вы засасываетесь в этот круговорот, да и шут у вас, да, новое что-то, новая жизнь, новое начало. Поэтому это может быть любая неожиданность, и вам нужно просто действовать, жить, и вас эта неожиданность будет радовать. Именно радовать, а не бояться надо, да. Вы подумайте, вот, по сути, не бывает никакой злой судьбы, бывает просто наш единый путь, который мы совершаем за свою жизнь. Мы не можем 10 раз переигрывать этот путь, ходить по одной дороге 2 раза. Мы не можем выбрать себе разные пути и сходить по ним, вернуться и потом сходить дальше, да. Не бывает такого. Он один, он единственный, он идеальный. Лучше него у вас нет. Хуже тоже нет, понимаете? Поэтому вы можете просто изменить характер ожидающих вас перемен позитивными мыслями. У вас будут перемены, просто транслируйте любовь в окружающий мир, и все.
Вы будете любить Вселенную, она будет любить вас в ответ. Вселенная – это некоторое зеркало. Что ты закладываешь туда, да, то и будет отражаться. Не торопите события, у вас все случится в нужный момент, эти перемены. Не ждите их, не надо вот прямо сейчас на стульчик садиться, ой, у меня перемены, я их жду. Не надо так тоже делать, да. Просто живите в потоке, и все будет хорошо. Ну, вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть наш канал eLife. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И пока, всем до новых встреч.